1944 году мы попадаем в Будапешт. С Владикавказа дошли до Будапешта. Украина. Мы в Украине, в Полтаве стояли год, а потом нас перебазировали. Приказ Верховного Главнокомандующего, и мы перебазировались в Будапешт. Месяц целый мы ехали с остановки через Москву, Минск, Белгород, и потом уже там Будапешт. Все кишвехи рвали, наш батальон остановился. Мне было 20 лет. И я вот 20 лет уже была начальником поста. В 6 часов подъем, завтрак, затем эти маршировки, потом занятия, потом дежурство. Мы стояли на вышке, непогода. 3 часа стоять было очень тяжело. В полном амуниции, с автоматом, в шинели. Вот так. И все, какие самолеты пролетали над нами, мы сообщали нашим летчикам, зенитчикам, артиллеристам, потому что и они тут же сбивали немецкие самолеты, и вражеские самолеты сбивали по нашим донесениям. Была разведчица фронтового неба. Мы самолеты знали всех стран мира. Все зависело от нас. Как мы сообщим, так они и действовали. Потому что все сводки зависели от нас. Я была начальником поста, сержантом. И, конечно, все зависело от моего сообщения, правильно ли, как я даю, какие ориентиры. Малейшая ошибка, конечно, стоила и мне, и им жизни. Поэтому мы уже старались очень-очень. Ну, у меня 6 девочек было, потому что мы по очереди 3 часа стояли на вышке. Вышка у нас была, в доме вышка, специальная установка, бинокль у нас был, телефон у нас был. И мы сообщали тут же появление немецких самолетов, мы сейчас же сообщали летчикам, зенитчикам и всем остальным нашим подразделениям. Ни один вражеский самолет не прошел без нас. Все они были опознаны вовремя. Я имела очень много благодарности Верховного Главнокомандующего и нашего отдела, политотдела части. У нас девочки все стали встречаться с мальчиками, то, что было запрещено. Вот эти вот встречи, и ко мне ребята начали приставать, и к моим девочкам, а я была начальником поста, а мои девчонки отлучались на встречу с мальчиками. И вот поэтому морально-бытовое разложение, так вот у меня и записано было. И вот так я пострадала из-за девчонок своих. Мы всегда поддерживали друг друга. Нас было много девочек, а сейчас осталось 3 нас. Из нашего батальона осталось 3, а вызвано 240. Ну и никого не осталось. Все ушли. Это я уже, мне и то уже 90 с лишним лет. Куда мне? Они же моложе меня были. Очень тяжело на сердце. Войну я закончила в 46 году. Обнимались, целовались, вообще, ой, боже мой. Мы очень скучали по дому своему. Нам всем хотелось быстрее домой. И когда кончилась война, нам объявили демобилизацию, и нам долгое время не давали поезд для отправки на родину. И когда мы ехали домой, нас первоначально отправили в Москву, а потом с Москвы уже в Владикавказ. Вот представляете, с мая до августа мы все время были в пути. Здесь нас встречали близкие родственники. С районов приезжали за нашими девочками. Ой, мы плакали. Мы так плакали, что мы, наконец, свободны. В 1946 году я прибыла сюда. И когда я прибыла, посмотрела, какой наш город разрушенный после войны был. Неухоженный, грязный, все раскидано, все разбросано, все разбито. И люди, конечно, в отчаянии были. Ай, все было, девочки, все было. И голод, и холод, и нищета, и война.
и разруха, а после войны сколько мы восстанавливали, Боже мой. Я всегда желаю молодежи хорошей, доброй, спокойной, справедливой жизни, чтобы никогда не была война, чтобы они не знали, что такое война и что такое потеря близких, чтобы был всегда хлеб, чтобы всегда мирное, ясное, голубое небо сверкало над их головами. Это самое главное, когда небо чистое и душа спокойная. Жизнь дается один раз, ее надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесценно прожитые годы.